Шумбратада, кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков поздравляет всех с новым учебным годом и снова открывает свои двери для ребят, стремящихся познавать новое и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Уйгарыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шумбрат, Лиза. Шумбратада ялгат. Уйгарыш, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно! Ребята, послушайте отрывок из стихотворения Анны Волгаповой и догадайтесь, о чем мы сегодня будем говорить. Мокшень тяльней, шачем тяльней, кода келькте, содок тянь, шарент прясан, параб мяльней, меземяргат, пачвся сянь, мокшень тялься, прязень шнавца, кортан, моран, тяжтян стихт. Ребята, конечно, вы догадались, что в этом стихотворении говорится о макшанском языке. И сегодня мы с Уйгарышем приглашаем вас в путешествие в страну макшанских слов. Итак, тема нашего занятия – Мокшень валань мастерс путешествиес. Путешествие в страну макшанских слов. Ребята, мир слов, которые нас окружают, имеет волшебную силу. С помощью них можно совершать чудеса. В нашем путешествии мы постараемся вам показать чудесную силу макшанского слова. Итак, первая наша остановка – это город Лексика. Его жителями являются макшанские слова. Ребята, слово на макшанском языке звучит как вал. Слова бывают разные – добрые, нежные, грубые, обидчивые. Соединяясь друг с другом, они образуют словосочетания и предложения. Словосочетание по-макшански – вал-сюлма, а предложение – вал-рисмя. Слова разных языков помещаются в специальные книги – словари, в которых можно узнать о значении слов, их происхождении, правильном написании и многом другом. На макшанском языке слово «словарь» называется «валкс». Друзья, вы, наверное, обратили внимание на то, что во всех названных словах встречается «вал». Это слова-родственники или родственные слова. По-макшански «вкя вал юрань валхт». С помощью суффиксов слова могут превращаться в другие и иметь другое значение. По-макшански «смусь». Ребята, подскажете, какие значения могут иметь слова? Конечно, слова могут обозначать предметы, лица, признаки, действия, состояния и многое другое. Друзья, а теперь попробуем с вами вспомнить макшанские слова, которые мы с вами уже изучали, и попробуем объединить их в группы по значению. Итак, друзья, посмотрите в окно и назовите предметы, которые вы видите. Уйгарыш, поможешь нам? Конечно, это могут быть такие слова: куд – дом, лопа – лист, менель – небо, панч – цветок, ши – солнце, шуфта – дерево. Я думаю, ребята могут назвать большое количество макшанских слов, обозначающих предметы. Молодцы! А теперь назовем слова-признаки. И я предлагаю вспомнить те из них, которые относятся к осени. Ведь эта удивительная пора радует сейчас нас своими неповторимыми красками. Лямбе – теплый, мазы – красивый, начка – мокрый, тюжа – желтый, зырнянь – золотой, якстерь – красный, якшима – холодный. Ну а теперь вспомним слова, обозначающие действия. Мы их с вами тоже знаем немало. Например, назовем те действия, которые мы выполняем в школе. Мон луван – я читаю. Мон сёрмадан – я пишу. Мон моран – я пою. Мон азандан – я рассказываю. Мон архтан – я крашу.
Молодцы, ребята! Вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подходит к концу. Сегодня мы познакомились с новыми словами по теме лексика. Узнали, что могут обозначать слова, а также вспомнили много макшанских слов, с помощью которых можно рассказать об окружающем нас мире. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам с нами было интересно и познавательно. Друзья, мы будем рады, если вы продолжите наше путешествие в мире макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч! Вася Димызынг, Кельгама Ялгат, Улида Шумбрат.